Больше месяца Крым живет в новых необычных условиях, для всех нас связанных с пандемией коронавируса. Во вторник нерабочие дни продлили до 12 мая, значит, еще какое-то время для всех нас будут действовать ограничения. Об этих ограничениях, об особенностях режима, а также о наказаниях, которые предусмотрены за нарушение, мы сегодня беседуем с юристом Джемилем Тевишевым. Селям алейкум. И сразу вопрос. У нас вот появилось в обиходе новое слово — самоизоляция. Многие называют это карантином, но в официальных документах как бы оно не фигурирует, верно? Вот объясните, то есть разницу между этими понятиями, там, самоизоляция, карантин и как вообще называется этот режим? Самоизоляция, да, действительно, в действующем законодательстве такого термина нет. Карантин предполагает введение совсем другого режима. Самоизоляция – это возложение на людей ответственность, обязанности не покидать место своего проживания по уважительным причинам. Законодатель в действующем законодательстве Российской Федерации такого понятия, как самоизоляция, нет. У нас оно называется, это режим повышенной готовности, правильно? Да. Давайте посмотрим видео. Оно было снято при участии актеров. Это такая привычная ситуация, в которую сейчас может попасть любой человек на улице. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. Куда вы направляетесь? Вы нарушаете режим самоизоляции. На данный момент вы должны находиться дома. Я иду в магазин за продуктами. Это разрешено? Во-первых, почему вы без маски? Ой, я дома забыл. Во-вторых, в магазин вы должны идти самый ближайший. Где ваш паспорт? Дайте паспорт, где вы Да живете. нет у меня паспорта, я же что, с собой должен носить все время? Так, паспорта нет. Маски тоже. Я сейчас составлю на вас протокол. И вам придется заплатить штраф. Какой штраф? Безобразие. Вы издеваетесь над пожилыми людьми. Мне 65 лет. Раз вы пожилой человек, вы должны были знать, что старше 65 особый режим самоизоляции. Нет, все-таки я на вас составлю протокол, и вы заплатите штраф. То есть, что можете сказать об этой ситуации? Кто прав, кто виноват, и как вообще можно ее прокомментировать? С 1 апреля этого года в законодательство Российской Федерации были внесены ряд изменений. Также принят ряд нормативных документов, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В частности, в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации была введена новая статья 20.6.1, предусматривающая административное наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Вот как раз таки мы говорим о том, что у нас существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Санкция по данной статье для обычных граждан предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Также санкция предусматривает альтернативное наказание в виде предупреждения. Значит, в данном случае полицейский имеет право составить протокол об административном правонарушении и направить его для рассмотрения в суд. Значит, я не рекомендую устраивать диспуты по поводу конституционности указов глав субъектов Российской Федерации, по поводу правомерности действий должностных лиц, которые эти протоколы составляют, и тем более не оказывать противодействие, в том числе даже физическое противодействие, потому что в данном случае будет уже иметь место состав другого административного или, может быть, даже уголовного административного правонарушения или уголовного преступления. В случае, если вас остановили в городе и поинтересовались причиной, по которой вы вышли на улицу, я рекомендую в спокойной форме объяснить должностным лицам, почему вы вынуждены были покинуть свое домовладение, свою квартиру и выйти на улицу. Уважительность это может быть, вы вышли за продуктами, вы вышли в аптеку, вы выносите мусор, вам необходимо привезти те же продукты, те же лекарства для ваших престарелых родителей, родственников. И выходя на улицу, вы должны для себя точно понимать эти причины и понимать, каким образом вы будете доказывать уважительность этих причин.
перед полицейским, или же перед судьей. Значит, если вас остановили и ваши аргументы не убедили должностное лицо, которое составляет протокол, и протокол уже начали составлять, я настоятельно рекомендую вам не давать номер своего телефона. Почему не надо давать номер своего телефона? Потому что суд имеет возможность уведомить вас о времени и месте рассмотрения дела по телефону. Кто и каким образом это будет делать, и насколько добросовестно работники суда отнесутся к этой обязанности, мы не знаем. Возможно, просто будет ошибка, и вы будете лишены возможности лично присутствовать, участвовать в судебном заседании и доказывать свою невиновность. Поэтому укажите свой адрес своего проживания и напишите в протоколе, что вы желаете, не признавая вину, что вы желаете лично участвовать в судебном заседании и представить доказательства своей невиновности. При этом укажите, что вы просите уведомить вас о времени и месте рассмотрения дела путем направления повестки. Вот по адресу, по которому вы указываете. У нас есть еще одно видео, тоже снятое при участии актеров, и тут чуть-чуть другая ситуация. Здравствуйте, уважаемый. Куда направляемся? Что, напомню, что нельзя сейчас передвигаться по улице? Я еду в поликлинику, везу своего родственника. Вот у меня есть подтверждающий документ. Пожалуйста. А паспорта у вас есть? Вот, пожалуйста. Ваш, пожалуйста, паспорт. Пожалуйста. Что вы мне передаете? Я же просил ваш паспорт. А это что, не документ, что ли? В законе о самоизоляции четко и ясно написано, что у вас при себе должен быть паспорт. У вас его нет. Вы нарушаете режим самоизоляции. Выходите, все, протокол запишем. О нарушении закона о самоизоляции. Какой протокол? Я в маске, в перчатках. Я везу родственников в поликлинику. Вот справки, документы. Вы будете меня останавливать, составлять протокол. Лучше бы одели в маску и перчатки. Никакой протокол я подписывать не буду. Вот как можете прокомментировать подобную ситуацию? Насколько правомочны действия сотрудника правоохранительных органов? В данном случае действия сотрудников незаконны, а в действиях людей, которые направляются в больницу, нет состава административного правонарушения. А если у вас есть доказательства, подтверждающие необходимость направления в больницу для получения какой-то безотлагательной медицинской помощи, для получения лечения, вы имеете полное право направиться в больницу даже в период так называемой самоизоляции. Я бы хотел обратить внимание наших зрителей, что в Кодексе об административных правонарушениях есть такое понятие, как крайняя необходимость. Эта крайняя необходимость исключает и дает вам возможность избежать административной ответственности даже в случае, если формально в ваших действиях имеется состав административного правонарушения. Так вот, в случае, если вам требуется безотлагательная медицинская помощь, и вы направляетесь для получения этой помощи, вы как раз-таки находитесь в состоянии крайней необходимости. Поэтому в данном случае сотрудники ГАИ не имеют права привлечь вас к административной ответственности. Что касается угрозы забрать автомобиль на штрафплощадку. В данном случае должностное лицо не имеет правового основания на задержание транспортного средства. В Кодексе об административных правонарушениях имеется статья 27.13, которая называется «Задержание транспортного средства». В данной статье имеется исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых должностное лицо имеет право задержать автомобиль, то есть задержать транспортное средство. Нахождение транспортного средства на улице, в движении по дороге в период так называемой самоизоляции не входит в этот перечень. Соответственно, и никаких правовых оснований для задержания транспортного средства у сотрудников ГИБДД не имеется. Еще очень момент такой, часто задают вопросы. В Москве пытались ввести такую практику
Имеют ли право сотрудники ГИБДД привлекать к административной ответственности водителя автомобиля на основании фотофиксации, как в случае, например, превышения скорости, установленной скорости? Интересно. Значит, подобную практику пытались ввести в Москве, но Верховный суд четко сказал, что выразил свое, скажем, мнение, что подобная практика является недопустимой. Поэтому привлекать к административной ответственности без составления протоколов на основании какой-то там видео, фотофиксации никто не имеет законного права основания. Должностное лицо я бы очень рекомендовал в случае, если вы видите, что при составлении протокола допускаются какие-то нарушения, ошибки, или вам не разъясняют ваши права, не говорить об этом. Это будет дополнительным основанием для того, чтобы в суде признать данный протокол недопустимым доказательством. В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется статья 207.1. Называется она которая называется «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Значит, максимальной санкцией данной статьи является ограничение свободы на срок до 3 лет. Поэтому, пожалуйста, когда вы комментируете какие-то сообщения, делаете какие-то репосты, будьте внимательны и тщательно проверяйте достоверность информации, которую вы тем или иным образом распространяете. Таким образом, вы можете не только посеять панику ненужную среди людей, но и дать основания уже следственным органам привлечь вас к уголовной ответственности. У нас был, да, случай, когда за распространение ложной информации уже наказали? Да, и я думаю, что если ситуация не будет изменяться в лучшую сторону, а, к сожалению, оснований для этого нет, то практика применения данной статьи будет, количество случаев применения этой статьи, привлечения людей к уголовной ответственности будет все больше и больше. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, выбирайте информацию, которую вы тем или иным образом распространяете. А тот гражданин, он тоже был привлечен по уголовной статье, да, за распространение? Есть семьи, где родители и дети живут в разных городах, и если есть необходимость проведать родителей, какие документы нужно иметь при себе в случае остановки автомобиля и выяснения причины поездки? Документы, подтверждающие проживание вас в разных городах и факт родственной связи. Но не всегда у человека есть с собой этот пакет документов. Вы можете это объяснить сотруднику полиции, который там составляет этот протокол. Но если у вас нет на руках этих документов, то в суде вы можете представить свой паспорт, паспорт своих родителей, где указано место их проживания, и свидетельство о рождении. В случае, если ваши родители, там, престарелые родственники, нетрудоспособные, нуждаются в вашей помощи срочной, безотлагательной, и вы едете для того, чтобы эту помощь оказать, привезти продукты, привезти лекарства, оказать какую-то там безотлагательную помощь, я еще раз повторюсь, вы находитесь в состоянии крайней необходимости. И это будет основанием для того, чтобы освободить вас от административной ответственности. Поэтому в случае, если у вас нет на руках этих документов, этих доказательств, а вам не поверили на слово и составили протокол, направили этот протокол в суд, заблаговременно проконсультируйтесь с адвокатом, возьмите этот пакет документов и в суде попытайтесь убедить председательствующего судью, что вы вынуждены были покинуть свое домовладение для того, чтобы оказать безотлагательную помощь своим родителям или родственникам. Как вместо штрафа получить предупреждение? То есть, когда вас останавливают, сразу составляется протокол, либо вы можете ограничиться просто устным предупреждением? Но это все, конечно, зависит от лица, которое составляет этот протокол, который уполномочено составить этот протокол. Если вы
не смогли его убедить в этом, тут какого-то там четкого алгоритма нет. Каждый случай индивидуален по-своему, и каждый человек по-своему индивидуален. Попытайтесь убедить должностное лицо в том, что вы вынуждены были покинуть свое домовладение. Мы все прекрасно понимаем, что вот эта ситуация является экстраординарной, и каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если вы не смогли убедить полицейского, там, сотрудника, который составляет этот протокол, постарайтесь убедить в этом судью. Опять же, заблаговременно проконсультировавшись с адвокатом и подготовив необходимый пакет документов. Санкция данной статьи предусматривает в том числе и предупреждение. То есть это все индивидуально, да, и зависит от случая. Индивидуально сейчас все это расписать в сухие формулы, теоремы просто не получится. Каждый случай будет по-своему индивидуален, и об этом говорили должностные лица. И в том же обзоре судебной практики, о котором я говорил, также говорится о том, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. С 1 мая разрешается работа ряда организаций, в том числе парикмахерских салонов красоты, наконец-то. Но как бы режим предусматривает то, что гражданам можно выходить из дома только в случаях крайней необходимости. Насколько поход к стилисту, там, к парикмахеру является этой крайней необходимостью, и как можно ли тоже наткнуться на штраф, если пойдешь делать маникюр? Ну, опять же, это очень спорный вопрос, начиная от указов глав субъектов Российской Федерации, заканчивая такими нюансами. В адвокатской, в юридическом сообществе ведутся очень такие серьезные споры. Работу разрешили этим предприятиям в сфере этих услуг. Ну, можно говорить о том, что если разрешили работать работникам там, парикмахерских там, услуг или что-то, салонов красоты, то, возможно, посещение этих салонов является одним из оснований, который позволяет вам выйти из вашей квартиры, вашего дома. Но опять же, я думаю, это все будет сугубо индивидуально, это лишь мое мнение. Насколько это убедит сотрудника, имеющего право составлять протокол, или, например, судью, который будет этот протокол рассматривать, это все остается под вопросом. Но я думаю, можно пойти, это мое личное мнение, возможно, я ошибаюсь, я считаю, что это является, скажем, одним из, тем более для наших милых женщин, девушек, без этого невозможно, но просто этим не нужно злоупотреблять. Если есть действительно у вас, например, я рекомендую, если вы записываетесь на прием, то иметь, допустим, сообщение от вашего мастера о том, что вы на это время в этом салоне записаны на прием, чтобы у вас было хоть какое-то основание, если уже совсем не втерпешь. Понятно. На время действия режима повышенной готовности неработающим предприятиям некоторые преференции обещали, в том числе не платить арендную плату за помещение, но немало случаев, когда арендодатель требует полную плату даже от неработающих предприятий. Насколько вообще это все правомочно и что делать в таком случае? Действительно, уже готовится много судебных исков по этому поводу. А законодатель и руководители субъектов Российской Федерации, чиновники говорят о том, что арендаторы имеют право на освобождение от арендной платы за имущество, которое они арендуют, скажем, муниципальное и государственное имущество. Что касается имущества, которое принадлежит частным лицам, то это тоже очень спорный вопрос. Если вы арендуете имущество муниципальное или государственное, у вас есть основания быть освобожденным от платы арендных платежей. Тоже существует определенная процедура.
Но у вас такое право есть. То, что касается частного имущества, отдельных там физических, юридических лиц, четкой практики пока не сложилось. Мы можем говорить о том, что вот эта ситуация является форс-мажором, который освобождает сторону от исполнения обязательств на период действия вот этих обстоятельств. Кто-то говорит, что вот этот период нельзя относить к форс-мажорным обстоятельствам. Подобного рода споры уже будут разрешаться в судах в дальнейшем. Сейчас четкой однозначной практики по этому поводу нет. Мы говорили о режиме самоизоляции, об особенностях этого режима и о наказаниях, которые предусмотрены за его нарушение, с юристом Джемилем Темишевым. Саун за консультацию. В следующих выпусках программы «Провокатор» расскажем вам о выплатах на детей, социальной помощи самозанятым, пособиям для тех, кто лишился из-за коронавируса работы и о многом другом. Смотрите «Провокатор», узнайте, как защитить свои права.